2:47, блин. 3 утра подъем. 3 утра, блин. О. Да, брат. Что делаю? Кто рано встает, тому Бог подает. На работу иду. Да вот вышел, прохожу в этот светофоры. Давай подберешь меня, ну. Давай. Друзья, всем привет. Раннее утро, 3 утра. Ну, как обычно, ребят, в такое время или на рыбалку, или на работу. Многие просили, писали: Андрюха, чем занимаешься? Вот есть пару скриншотов. Пишут: Андрюха, чем занимаешься? Твой видитель деятельности. Я пишу: ребят, сборка, установка мебели. И сегодня хочу показать такой контент интересный. Не знаю, зайдет, не зайдет. Что у меня происходит по работе, чем занимаемся, как зарабатывает Дрюня денежку. Так что, ребят, не знаю, кому будет интересно, предлагаю посмотреть поездку в Архангельскую область. Так как живу в Республике Коми, сегодня поедем в город Коряжма на монтаж 2 кухон. Попробую заснять что-нибудь, показать вам. Так что, ребят, садимся поудобнее, наливаем чаечек и погнали. Движуха бешеная, ребят, смотрите. Машинки, гулянки и так далее. Ну, мы идем на работу. Чтобы у Буду светило, едем диван за Работа, ребят, здесь мое рабочее место. Здесь мы делаем мебель. Сейчас включим музычку, переоденемся, попьем кофе и начнем грузиться. А здесь Дрюня ковыряется. Цех, ребят, у нас небольшой. Ну, у нас сглаженный коллектив работает. И выдаем мебель не только в Республике Коми, но ездим и в Архангельскую область. Ну, короче, куда душа закинет, туда едем. Так что вот потихоньку, помаленьку. Здесь тружусь уже 10-й год. Небольшая экскурсия по цеху. Ну, цех небольшой, музыку убавлю. Здесь мое рабочее место. Конкретно здесь. Ну, здесь парняги работают также непосредственно. Верстачки. Здесь склад у нас. Ну и там также цех. Вот сегодня повезем одну из этих кухон. И вторая вот эта. Сегодня у нас 2 кухни. Вот наш график на сегодняшний день. Короче, вот такие дела, ребятки. Документы, инструменты приготовлены уже. Вот такие дела. Многие просили, так что, ребят, покажу вам. Не знаю, такой контентик. Посмотрим. Пьем чай, ребят. Ну и машину, ребят, прокладываем все поролоном, кордоном. Короче, укладываем. Все, ночная погрузка. Много, нет? Так, не особо. Высокие. На 900? Там вытяжка есть.
Там ничего верха... Ой, не дай. Я понял. Ну а что он слышишь? Он такой же высоты, блин. Практически. Это наверх надо. Держать. Вот так, ребят, проходит погрузка потихонечку, помаленечку. Тщательно прокладываю, чтобы ничего не натерло, не скололо. Потому что мебель, ребят, ну, само собой, мебель не дешевая, мебель под заказ, сделаем ее под заказ. И уже по индивидуальным размерам возим и устанавливаем. Так что, ребят, к этому погрузке относимся очень серьезно, потому что, ну, приехать и натертый шкаф, это опять же переделка, это в свое время это обратно все привезти, заказать материал, переделывать, ну и клиенту неприятно, ну и нам, конечно. Тут такой, с чем тебя едят, что-то внутри еще. Второй такой, Олег? Нормально такая, ребят, разминочка с утра в 3 утра. Шкафы нелегкие. Но это нам еще предстоит поднять 3-й, 4-й, 5-й, возможно и выше этаж. Так что физически работы достаточно, помимо еще монтажа. Положим, ребят, 2 яруса, так как помимо 2 кухон у нас еще диванчик надо завести Велинско-Подомское. Ну, чтобы, соответственно, все влезло. Не просто там расставляем, а конкретно баррикаду такую делаем, чтобы все доехало, все красиво. Вот такие дела, ребят. Газель небольшая, надо как-то умещаться в любом случае. Мебель, ребят, под заказ, потому что конкретно выезжает дизайнер и замеряет уже вот такой макет конкретно по размеру. И все нюансы должны учитываться, получается. По максимуму в цеху, ребят, выпиливаем. Допустим, здесь какие-то краники будут. Здесь будут выходить гофры под вытяжку. Соответственно, если покупаешь в магазине мебель, ну, такого не будет. Вот в чем преимущество нашей работы. Ну и, конечно, какие-то дефекты уже доделаем на монтаже, уже подрезаем, подпиливаем. Так, ребят, немного переезжаем на другой склад. Давай, Олег, немного еще. Давай еще. Давай еще. Давай, Олег. Хорош. Диванчик-то такой не маленький, я тебе скажу. Как тебе лучше?
Ну, еще место осталось до второго дивана, слышь? Олег, как обычно, сэкономил, бля. Красавчик. Локти здоровые, но... Тут еще можно диван реально закинуть. Ну все, грузим игрушки. Вот так, ребят, полная коробочка получилась вместе с диваном. Диван сейчас скидываем по пути, ну как, не сейчас, через километров 180, наверное. И едем уже в город Коряжма, Архангельская область. Полос, будущая бумага. Вот, ребят, кто помнит, здесь большая визинга, отсюда стартовал на сплав недавно, вот прям с этого места. А вот речка протекает. Вот, ребятушки, смотрите. Повернули мы, получается, с трассы Сыктывкар-Киров, и сколько нам, Олег, 200, чуть больше 200, да? Чуть больше 200 до точки назначения. Дорога, вот, ребята, местами вот такая, прям просто нету. Нет направления. Направления, да, Олег повторяет. Так что, ребят, так сейчас будем потихоньку карабкаться. Почему много времени занимает дорога? Потому что мы не летим, а просто вот бывает, что просто даже ползем бровками местами, вот вообще нет дороги. Хотя это считается федеральная трасса, да? Федералка считается? Признали? Вроде как признали, да, вот сейчас управляют, как признали, то что федералка. Латочные дороги, да, ремонт они производят, латки наложили, а толку никакого. Все, вот так будем карабкаться потихонечку, время у нас 5:47. С 3 до 5 мы загрузились и вот уже едем, вот, чуть больше получаса получается. Короче, часов 9-10 будем, наверное, на месте. Часов 10, скорее всего. Становимся, пообедаем, позавтракаем, ну и начнем работать. Красавица осень, ребятушки, смотрите, какие пейзажики. Проезжаем реку Охта. Это у нас 57-й километр, получается, от трассы. 55-й, вот точно. Корюзовая река здесь когда-то был, вот она. Как-то отдыхали ночью, рыбачили. Даже поймали харю с пашкой. Березняк. Получается, мы проехали уже около 100 километров от Визинга. Ну, еще впереди, короче, 150. Ну что, спешонько подходим к границе Архангельской области. Сейчас в данный момент мы с Олегом в роуминге находимся, как в Телекоме, а у нас уже здесь роуминг получается. Вот стоит Стелла. Архангельская область вас приветствует. Вот здесь кафешечку открыли. Можно покушать. Что-то как будто дороговато, нам вроде нравится. Идем дальше. Дальнобойщики стоят, отдыхают. Родник, короче, кафешка новенькая. После таких дорог, ребят, конечно, проблемки с колесами, с носом. Ребятки там мучаются. Вот тайга наша, ребят, едет, только едет. Ребят, река Вилить. Проходим и заходим в Велигодск. Вот красавица такая. Велигодский, да? Вот это поселок Велигодский, да, получается? Село, наверное, скорее всего, да. Такое, да, старинное село. Прикольное. Вот с Филаре
пожалуйста, Великодск 1381 года выпуска. И сразу слева церковочка стоит. Или часовня. Скорее всего, часовня, наверное. А вон тут написано церковь Богоявская. Вот она слева. Старинное село такое. Магазины есть, как бы нормально. Мы с Олегом здесь сейчас тормозем перекусить. Правда, времени у нас 7 часов. Все закрыто, еще рано идем. Сейчас посмотрим. Кафешечка есть одна. Надо перекусить что-нибудь нам. Заходим в Виленское-Подольское. Получается, райцентр, наверное, ближайших деревень. Вот тут у нас кафешечка. Музыку сейчас убавим, тут забанят нас случайно. Перекусим здесь немножко. Объедимся. Объедимся, да. Ну, покушаем. Ага. Рано еще, да? А, там, походу, с той стороны. 24. С той стороны, помнишь, заходили? Надо сейчас крикнуть. В тряпках, да? Здравствуйте. Столовая работает у нас? Санитарный час? Как это? Ну просто большой смены там. Сколько будет длиться у вас санитарный час? Час прям? Да. До 8? Это точно. А что мы тут? Что-то, что мы вкинем тогда что-нибудь тут? А выпечка свежая у вас или нет? Вчерашняя? Да? А чай есть у вас? Вы налете чай? Нет? Вообще печаль какая-то. Как потом быть, да? Ну, надо вкидывать еще. Так придется, да, вкидывать? А у вас раньше микроволновка была, тут чебупели грели, нет? Промутка есть. Есть? А погреетесь еще, да? Ништяк. Подзатарились. Ну, вариантов нету, закрыто, короче. В машине перекусим и едем дальше. Каменская область. Так, 92-й 41,59, 95-й 44,99, 45 рублей, короче. Дизель 45,79. Ну, недалеко отошел, да? Дороже. Дороже. Ну, сейчас все иномарки он гоняют на дизеле, конечно. Что-то, ребят, так чебупельками закидываемся. 3 кафешки, все мимо. Так, перекусим по-спартански. Потому что вариантов нету, работать надо будет целый день. А уже на ногах, получается, с 3 утра. Надо кушать. Да, Утро доброе, с мебельного вас беспокоит. Диванчик вам везем. Вы в курсе, да? да, А вы дома? да, дома. А, ну мы вот заехали со стороны республики возле Подсолнуха сейчас в кафе. Сейчас к вам подъедем уже. Хорошо. У вас с ХТ-3, это вот возле дороги, да? Белый дом, да, первый? Да, возле дороги, да, один 4-этажный стоит подъезд, а 2 подъезда 3-этажных. Так нам к 4-этажному. Ну, хорошо, давайте сейчас подъедем. Через минут 10. Первый объект у нас. Сейчас скидываем диванчик, просто выгружаем и уже едем в Коряжму. Нас уже ожидают, встречают. Выгрузили все, диванчик. Ну, процедура быстрая. Только до подъезда. Пишем документы и едем. Huge amount of darkness revolving out of line. It's avoided with the paper. I just assume it goes fine. Sharp to the cool to the sharp. What's up in the neck and get them off. Huge amount of darkness Ничего мне не должна, просто послушай эту песню пацана. И та самая песня, которую мне не забыть никак. И та самая песня, которая спета душой пацана. И та самая песня, и та самая песня, и та самая песня. Самая. Вообще по бане еле прет, блядь. Лес только тянут и тянут, блядь. А что, родные, у нас 8:40. Не прошло и 6 часов, как мы добрались до рабочего места. Мы это еще не добрались, сейчас доберемся, получается. У нас первый адрес Ленина 47Б. Это еще надо будет поднять кухонку нам. И
только начинать монтаж. Все четко, да. Традиция, все нормально. Кто-то еще начинает только работать, а мы уже 6 часов как работаем. Ну как едем, только в дороге. Доезжаем в Новострой. Ну, короче, ребят, едем сейчас, получается, на Ленина 47Б. Город такой интересный, кстати, кто подписчики. Я знаю, что есть подписчики из Коряжма, ребят, пишите что-нибудь интересное. ШС наш. 2 раза в неделю здесь бывает. 2 раза в неделю, да, здесь. Город такой небольшой. Ну, своеобразный город. Котлас намного больше, да? Здесь просто раз. Олег уже знает Коряжм как свой родной город. Ну, такого ничего интересненького, как показать. Сейчас будем ехать, посмотрим. Вот завод видно, Илим, как у нас в республике. То же самое, ЛПК. Переработка древесины. Примерно эскиз выглядит вот таким образом. Чертеж. Вот нам сегодня надо восплотить вот это все в мечту Ольги Александровны. Приехали в Новострой, вот Коряжма строится. Новый строй. Ну, в Новостроях мне нравится работать. 47Б? 47Б, брат. Правильно, Все точно здесь. 21-е. Здесь, братан. Третий этаж. А нет, звоню просто по телефону и трубку не поднимаете. Ага, ну я тут маленько... Ясно, ясно. Ну мы подъехали, Ленина 47Б. Все верно, да? Подъем вам нужен? 21. Нет, вы... Мы будем поднимать. Я спрашиваю, вам подъем нужен, да? Ну, то бишь наш подъем. Нужен, да, в смысле, я через... Все хорошо, все, будем подниматься. Встречайте нас. Ага. Хорошо. Ну все, брат. 3-й этаж наш. Сейчас как-то будем пыхтеть немножко. Пробовать. Так запаску не надо, нет? Запаска? Welcome. Вообще не авторитет, да? Пятая ходка. Конденсат пошел. Нормально. Вот так, ребятки. Еще не начали, еще таскаем. Потихоньку. Хозяйка угостила чайком. Хорошо. Перекур. Ну вот, ребят, почему эти выпилы? Потому что, видите, здесь счетчики. Олег здесь был, замерял. Все классно. Газовая колонка. Потихоньку начнем. Места мало, да, как немного? Больших-то вот же классно вообще.
Жум, раскидался. Пока. Баллон. Что, не будем вязать? Фу. Ну, на голой столешке не будем? Что, не сможем было? Давай. Тут есть где поебаться. С той стороны. С этой спина. Ну, с техникой. И с этой стороны можно будет. Где столешка большая? Большая она стоит в прихожей. Ой, она. Там. Давайте мы будем делать конкретно каждый момент. Начинаем с низов, выравниваемся, стягиваемся, выставляемся. Кухня будет угловая. Макет я вам показывал. Постепенно как бы, ну. Все, две базы соединили. Здесь идет варочная плита. Ну, стандартно не встроенная. Под нее изготовлен поддончик такой интересный. На регулируемом подпятниках, чтобы выровняться со столешкой. Ну, потому что не стандарт идет. Ну, вот как-то так. Не видно, крану видно. То, что надо. Так, сейчас ты Соединение. не берешь? Где у нас столешница? Давай. Песня. Колокольник закрывается, нет? Опа. А как так? Сверим. Документация вся здесь, брат. Ага. Посмотрел, проверил, подключил. Так, палочка у нас 19. Вот приятно, да, согласен? Вообще приятно, конечно. Вообще мило дело. Почему так не сюда? Ну, представляю, я думал, у меня не прихерачит, что ли. Что? У меня руки вспотели, я думал, у меня не щелкнет здесь. Столько. Отключительную площадь. Я правда там... там на ключе, ну там что-то можно открыть, наверное. Желтый центр. По ножика. Белый это у нас сюда. Белый наверх. Так, братец мой. Кролик. Проверка связи. Опа. Я малость неудобнять, но, как ты говоришь, действительно не убили. Да. Почему не убили? Ну, такая. Пословица и поговорка. Вот так вот клево. Вот так вот, да? Я эту поговорку знаешь, что ты думал? Что? Семеро по лавкам. Как? Семеро по лавкам. Семеро чего? По лавкам. По лавкам? Ну, да хуя народ. Ага, непонятно. Знаешь, семья была, чтобы не сложилась конструкция. Выпрямила вилку на месте. Угу. Седьмые еврики, да? Сделал, да? Огонь. Все как полагается. Так. Давай. Пойдем так. Тебе туда. Да я понял, табурет просто стоит. Подоконник главный красивый. А, это ты гляньте.
Удлинитель туда в щель. Что там мешает? Потолок. Поблагодарим. Олег, вот сюда я положи. Ключи. Все. Когда вот такие выпивы брал, не нравится. Куда попробуй, ладно. Ехать. Вот так. Все. Все, ну там это. Крабы, не крабы еще. Заберу сюда. Так, у нас уже побежал. Так, не дышать, чтобы не упали. Я кашлю. А? Я кашлю. Все может быть зря сейчас, брат. Ты не смог снять? Ну там что-то забинтовано так жестко. Я не разобрался. Не стал рвать, короче. Спустил ее просто вниз и все. Такая же хуйня. Так, вот так вот клево. Приятно получается, да? Само собой. Еще я смотрю, у нас несколько миллиметров на жизнь. Если что. Ага. Знакомо в этих стенах. Раз, два, три, четыре, пять. 5 шин. Или там цельно сделано, там пятнашка, да? Пятнашка. Там побольше сделано. Раз, два, три, 4 таких и 1 длинную. Два, три, 4 и 1 длинную. Уголник, брат, не видел уголник? Уголник туда. Матик. И матик. Подокончик. Вырез сделали и красиво все закрыли. Здесь у нас беленькая, а здесь под цвет темненькая. Нравится? Нет. Бомба. Согласен. Семерочка. Тебе не надо стул? Стул не надо? Пусто что-то, брат. Поклевки много, да? Патрончики, говорю. Новое количество возьми просто. Так, а что, как я тебе потом подключу-то? Слышишь? Да. Слышишь? Слышишь? Там что-то замутить воду водяную. Ну как, вот сюда повесим его? Как микроволновку посмотри. Где у вас микроволновка?
Как кружки коллекционируют, толку нету. Ага. Что-то делал, блядь, понял. Все, розеточку сделали, вывели, поставили глухую. Олег заморочился, в цвет сделал. Ну тут можно еще что-нибудь, да, братан? Чайник. Чайник вообще будет как раз. Цвет в цвет. Угу. Так, ну шины поставили, все. Сейчас можно заниматься верхами. Так, сушка без дна, поехали. Моечку надо еще клиенту врезать. Вот, оставили они. Надо работать. Финансы. Финансы. На обед. На обед. Ага. Огонь. Продолжаем. Вот у нас уже так вырисовывается. Дошли до вытяжки. Ну тут уже сейчас выравниваемся стяжкой. И уже потом вот эти пеналы с гофры пойдут. Получается. Ну уже вырезали, Олег сделал. Все четко, все нравится. Все пока подходит. Ну вот, стягиваемся. Уровень, уровень. На, брат. Я даже линию нарисована. Я вижу. Чтобы уже. Угу. Что вы что-то с ним имеете, да? Что, по центру сделал, да, Олег? Носительно. Понял. Как это, брат? Пойдите, не вылазит. Вот и преимущество, что вы. Угу. Есть такое дело. Тверточку бы еще. Тверточку. Там есть это. Зеленая. Ну, 14. Блин, тут залезет. Залезет. Вот так вот клево, брат. Вот так нормально. Вот так вот. Кто это кого потянет танцевать там у тебя, слышишь? А?
наша тут сушка интересная. Без дна получается, ребят. Вот поддончик, прям в раковину будет. Вытяжку строили. Здесь у нас пойдет гофра. Полочка съемная, наверх. Опа, такая антресолька. Здесь вот такая ситуация, ребят, смотрите. Сюда она выходит. Розеточку уже вывели. За ручку, брат, держи за ручку. Да неудобно было, снимаю просто. Ну и здесь, ребят, проходят и выпилили вот так отверстие. Они потом купят красивую, ну, декоративную белую штучку и уже поставят. Все, выходы все есть. Все красиво, все четко. Что у нас тут еще интересного? Здесь, да? Ну, здесь шахта, да. Съемная полочка под любой размер. Ну, вот поставили под верх, чтобы можно было открыть, получается. Где заглушки? Они здесь. Иди. Держи. Так, вот. Ну, здесь получается у нас, соответственно, все, доступ есть. И вязаная колоночка. Тоже все выходы есть. Все четко. Клиент подвез гофру. Съездили в магазин. Да, ну, женщина как без мужа. Ну, в принципе, наше дело этим не заморачиваться, чисто довести доступы. Ну, поможем, сделаем. Что, с отсюда начнем, или? Константинович, с отсюда начнем? Подай ее сюда просто. Сейчас, секунду. Ну, до 3 метров тянется. Ну, я понял. Сейчас, братан, залезу. Еще? Ну, пока вот так, ребят. Сейчас Олег захомутает там все это дело. Такой неправильный хомут, это же большой, наверное, взяли. Помазали моечку силикончиком, герметиком. Залезу. Давай. Мойка по объему слишком большая была. Не подходила, пришлось резануть, блин. Движения прошли? Да, вот это, братан. Пролезли? Да? Подожди, секунду. Еще что-нибудь посолить? Ну, как хотите. Так. 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 Хорошо, фонарик. Фонарик есть, шуруповерт. Сейчас бы тут ловил, слышишь? Все, брат. Это профессиональный Bosch, брат. Вот я сейчас стою и смотрю. Взял Bosch, говорит. Хип-хоп, нахуй. Четко. Все. Ну, красиво. Так, плинтус все вырезано. Все, мы закончили. В принципе, все, огонь. Сейчас пишем документы, пьем чаечек. Ну, едем на второй адрес. Время у нас 2 час, получается. Ну, значит, поскольку мы в 9 начали работать, 2 час. Ну вот, 10, 11, 12, час, 4,5 часа заняло от кухни. Это с плюсом того, то, что все подведено, ребят, до миллиметра, так скажем. Это было учтено уже. Обычно бывают нюансы, там забывается то, что все уже вырезано было в цеху. Олег, красавчик, все сделал уже. Вот эти все выходы уже были готовы. Вот это все было готово уже. Единственное, вырезали мойку, а под розетку здесь вытяжка была уже готова, все вырезы. Поддончик был учен, так как не стандарт, кухня чуть выше.
а плита не совпадает. Вот поддончик на регулируемых подпятниках, все по уровню поставлено. Розеточку сделали, вывели. Плинтуса поставили. Ну все, ребят, шикарная кухня. Мне лично понравилось. Можете клеиться. Сушка. Ну, короче, такая. Ну и плюс антресолька. Газ-колонка закрыта. Все удобно, все шикарно. Вот, ребят. Сейчас пойдем, в принципе, на такую же кухонку, наверное. Но только без газ-колонки. Так что на второй адрес. Не волновалась бы дома мама, если бы меня убивались по винограммам, если бы не мотались по разным дамам, если бы сын был самым-самым, если бы сын был самым-самым, она что-то попросит, я такой дамам. Ну а с детства был грубым хамом, и у нас все было шумом, гамом. Вечно молодой, вечно пьяный, прячу красные глаза под рейбаны. Нас не напугать толпой, ты боже мой, и тем более толпой и по нам. Бой со мной старина. Здорово, Ильич. Пока ты ползал, я нагинал. Ты ползал, я нагинал. Энергетика. Водичка тут есть. Решили, ребят, взять что-нибудь поесть, так как уже 12 часов работаем. Еще кухонка такая, не средненькая, скажем так. Ну, также по нюансам будем смотреть. Что-нибудь покушаем, быстренько так перекусим и начнем дальше. Так, берем тапочки, ребятки. Что-то их поизносили из тапочек. Возьмем 69 рублей. Что, видишь, недорого. Стоит нормально. Поверните направо. Что неправильно. Через 200 метров поверните направо, во двор, а затем поверните налево. Поверните направо, во двор, а затем поверните налево. Алло, Мария Леонидовна? Да, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. С мебельного, ребята. Ага. А вы дома? Подъехали к вам? Дыбцина, 16. Да, 59-я квартира, мы дома. Вы дома, да? 59-я квартира, да? Да. А это какой этаж у вас? Это 3-й. А вам нужен подъем или сами будете поднимать? У нас подъем платный. Нет. Ну, да. Вы будете поднимать? Мы будем поднимать, да? Да. Хорошо. Только подъем вы скажете потом. Да, скажем, конечно. Ага. Какой подъезд? Все. Какой подъезд у вас? А, все, понял, нашел. Третий. Ага, все, хорошо, все. Осилили. Вот это вот, да? Ага. Приехали на вторую, наш подъем, опять же 3-й этаж. Кухня точно такая же, чуть меньше получается, ну там газ-колонки нет. Но я сильно снимать не буду, в принципе, да, потому что видео не буду затягивать. В принципе, расклад понятен. Ну, уже отработали 12 часов, и вот начинаем вторую. Не знаю, сколько займет, но часика 3-4 как минимум это точно будет. Посмотрим, как стены, как полы, потому что, ну, у людей бывает все кривое. И, соответственно, выравниваться, вот подкладывать что-то надо будет. Там. Моментов много, потому что монтаж кухни это своеобразная движуха. Это не поставить шкаф или там детскую, еще что-то такое. Все, ребят, время терять не будем, так что погнали. Какие-то нюансы, может, сниму пока. Где живешь ты? Тут где ты живешь? Можешь мне квартиру открыть? А что? Моя квартира. Не твоя? Моя. А что, где ключи у тебя? Ключи там. А, ты
Зайти не можешь, получается? Ну, там нам Дай руку. пробовали, я тебе говорю. Нет. Ключи там, как дверь закрыл-то. Знаю. Бухать нахуй меньше надо. Вот тогда нормально. Да. Ты говоришь. Нет, ты можешь помочь? А что тебе, взломать дверь? Если надо, взломать. Да. Давай, аккуратно, не упади только, слышишь? Ну просто сейчас мебель поднимать будем, слышишь? Ну, чтобы это... Я подожду, у меня жена. А, жена придет? Ну, слава богу. Все равно я такой ход. Так, ребятки, всякие приключения, всякие бывают интересные. По старой схеме работаем, ребят. Кухонка небольшая. Ну, угловая также будет. И начинаем. Не ушло ничего? Все. Да, я понял, что стены кривые. Небольшая кухонка. Строили варочную панель. Вот. Вытяжка. Ну и моечку заклеили. Там небольшая. Врезали, соответственно. И, соответственно, врезали, да. Тут уже петли на доводчиках. Как бы немного поинтереснее. Видите сами. Ну, гнутый фасадик присутствует. Все, выход доступен. Все четко. Собираем игрушки. Что еще на замеры, да, братан? Не знаю, брат. Время у нас 16:20. Ну, получается. Через час будем выезжать. Думаю, будем. Думаешь? Надеюсь. Давай. Ты там бомболюб не был, брат? Что, открой там окно? Здорово. Что ты, братский, сделал пожрать что-нибудь, а? Сосиски есть эти там? Нету? А мясо? Есть мясо? Мясную будешь, брат? Да это долго ждать. Что? Долго ждать? Минут 5-7. Ну давай, ты будешь. Одну сделай. Одну? Да. С сыром без? Без? Без сыра. Без сыра ровно будет у вас 70? Найдем. Нет, не будет. Вот они заканчиваются. Сейчас приехали в новострой. Делаем замеры будущих проектов. Так что, короче, замеряем кухонки, столы, всякое разное. Кто-то звонит. Вот и закончился мой рабочий день. Время у нас 7 вечера. Вот 18:50, без 10:07. Ну, заправили сейчас газом. Ну, сейчас будем потихоньку уезжать. Ну, еще плюс дорога, ребят, это 4-4,5 часа до дому. Ну, часов в 11, начало 12 будем где-то дома. Пока разгрузимся, пока туда-сюда. Ну, в час, может, нарисуюсь я дома. Это буквально получается целые сутки. Я сегодня был на ногах, работал. Это не самое позднее время, то, что мы уезжаем с Коряжмы. Поставили 2 кухни, сделали пару замеров. В целом все получилось. Кухни поставили, клиенты довольны. Ну, нормально, все вроде получилось. Так что, ребят, хотел немного показать свой рабочий процесс. Помимо цеха, то, что мы изготавливаем, вот такие моменты я выезжаю. Вот такие вот монтажи. Так что, ребят, вот как-то так. Ну, соответственно, вот хотелось выходные провести на рыбалке. Ну, конечно, приеду в час ночи. Надо и поспать. Завтра, вот, не знаю, проснемся и вот посмотрим, куда-нибудь, может, съездим. А так с ночевой, конечно, не получилось. Ну, вот нормально, ребят, все, вот Олег идет. Мы заправились. Да, все нормально, Олег. Будем уезжать, ребята, что небольшой такой момент. Если вам понравилось, то оцените, ребята. Если будет желание, то буду снимать такие контенты. Все, Олег, что, выезжаем, брат? Да, наконец-то. Заточу потом. Все, ребят, всем хорошего настроения. Так что мы погнали домой. Из кармана ствол, я, видимо, был горячий зол. Я понимал, что уже проиграл, но я шел. Вот были времена, вот были времена.
Нам что-то мать, что я снег по городу. Нам поглядеть в небо, так полу морды. Я был упертым, но никогда упоротым. Было холодно, у Бога был за воротом. А судьба завернула мне туда. А там головорез, да одни воротом. И я, может, не ведал, что творит. Вся моя беда, может, дарит. Ну, получается, приедем. Как обычно, ребят, что? Все это бывает. Поднимаем, брат, быстро. Канителем что? Вот, ребят, видали? Ну, вот я говорю, это. Дрюня просто без приключений не может никак вообще. Вообще никак.